Уважаемый Бадр Азурович, уважаемый Владимир Валерьевич, на текущий момент ситуация в топливной отрасли продолжает сохраняться непростой. К сожалению, каждый день происходят обстоятельства, которые не зависящие от нас, которые так или иначе влияют на запланированные отгрузки топлива, которое законтрактовано, оплачено в Российской Федерации. И это существенно, конечно, приводит к сбоям и в логистике, и в поставке, и в нормальном обеспечении работы всех заправочных станций. Вместе с тем, по вашему поручению, с прошлой недели уже от поступающих объемов, тех небольших объемов партий, которые поступают в республику, началось перераспределение с целью расширения охвата работающих заправочных станций. Заработали заправочные станции в Гале, в Ачимчирском районе, в Тхорчалском районе. Со вчерашнего дня заработали несколько частных заправочных станций в столице Республики Абхазия, в городе Сухум. Понимаем, что пока сохраняются длинные очереди, это приносит очень много дискомфорта и неудобства для нашего населения. По вашему поручению прорабатываем все возможные инструменты для того, чтобы отрабатывать и эти вопросы. Но по имеющимся на текущий момент остаткам в Республике Абхазия по бензинам, это свыше 1500 тонн 92 и 95 бензина на текущий момент. Традиционно для августа месяца пиковое потребление, связанное и с туристическим сезоном, и с увеличением количества наших предприятий, работающих. Это, конечно, создает нагрузку на топливную отрасль в целом. Вместе с тем, как ранее отмечено, партии в Республику Абхазия небольшими объемами отгружаются, и сегодня, завтра, послезавтра ожидается поступление еще партии бензинов. Все это нам позволяет в текущих условиях стараться обеспечивать внутренний рынок необходимым ресурсом, с учетом, конечно, ограничений, с учетом тех сложностей. Работу продолжаем. Уважаемый Бадр Азурович, на самом деле ситуация достаточно непростая, но по вашему поручению правительством и уполномоченными органами принимаются меры по стабилизации ситуации. Дело в том, что приоритетным по-прежнему остается обеспечение жизненно важных объектов горюче-смазочными материалами. На самом деле небольшими партиями ежедневно или через день поступают в республику по мере возможностей. И здесь подключены все действующие органы, которые в этой цепочке связаны, включая и Абхазскую железную дорогу, Министерство энергетики, все целиком правительство. Очень надеемся, что ситуация будет меняться, но в настоящее время те обстоятельства, которые являются внешними, они вот создают такие предпосылки, что обеспечение горюче-смазочным материалом, в данном случае бензином, оно сегодня нестабильно для нужд Республики Абхазия. Сегодня, как министр только что доложил, есть информация, что через день поступит еще одна партия, превышающая больше 1000 тонн, и последующий график, который согласован уже с поставщиками, очень надеемся, что будет выдержан, очень на это рассчитываем. Ежедневно ведутся переговоры с российской стороной, с поставщиками, с уполномоченными федеральными органами власти, поэтому работа ни на минуту не останавливается. Владимир Валерьевич, надо будет обеспечить работу всех служб и подразделений, которые обеспечивают жизнедеятельность государства. Это обязательно, обеспечить топливом службы правоохранительные, службы безопасности, социальные службы, коммунальные службы, скорую помощь и ключевые объекты жизнедеятельности государства. К сожалению, обстоятельства, происходящие на топливном рынке, это обстоятельства, которые от нас, по сути, не зависят. Мы знаем, с чем это сталкивается. И, кстати говоря, наша общественность, граждане нашей страны знают, по каким причинам это происходит. И я благодарю, что с пониманием относятся к тому, что происходит, но при всем при этом мы не сидим сложа руки, не являемся, как некоторые утверждают, статистами в этой ситуации. Мы предпринимаем меры, направленные на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Благодарен нашим российским коллегам. Все то, что сегодня попадает на территорию Абхазии,
как раз-таки при содействии и администрации президента Российской Федерации. Вы знаете, что я и взаимодействую с Сергеем Владимировичем Кириенко, знаю по линии ведомств, правительств. Эти взаимодействия дают определенный результат, если даже с перебоем, там, с небольшими партиями, но при этом топливо в Абхазию доставляется. Конечно же, это все пришлось на пиковый период, на летний курортный период, когда расходы топлива суточные увеличиваются больше, чем в 2 раза. Но при всем при этом мы делаем все, чтобы топливо в стране было. Помимо того, что мы получаем из Российской Федерации, мы предпринимаем меры, направленные на доставку топлива по другим направлениям из других стран мира, в том числе и через морское сообщение. Ведем переговоры с нашими коллегами, но учитывая ситуацию в акватории Черного моря, не все поставщики готовы доставлять это топливо в связи с известными нам причинами. Поэтому есть сложности с логистикой, но при всем при этом работа не останавливается, и мы обязательно сделаем так, чтобы топливом наше население было обеспечено. Да, это вызывает дискомфорт нахождения на заправочных станциях. Бывает, что эти очереди растягиваются и на часы, но, к сожалению, еще раз повторюсь, что это обстоятельства, которые не зависят от властей. Все топливо, что приходит на территорию Республики Абхазия, уходит на нужды населения и на нужды специальных служб для сохранения жизнедеятельности республики. При всем при этом я бы хотел отметить, что несмотря на сохранение дефицита топлива, компании не поднимают цены на топливо. Я бы хотел сказать слова благодарности нашим российским коллегам, которые приняли решение отпускать топливо по приемлемой цене, которая практически сохраняет свой ценовой диапазон до кризисного периода. Поэтому это тоже еще одна мера, которая направлена на создание благоприятных условий для нашей республики. Конечно же, цена может меняться, но надеюсь, что не в тех масштабах. Хотел бы еще раз поблагодарить нашу общественность, граждан нашей страны, что с пониманием в такой непростой период относятся к тем неудобствам, которые сложились на заправочных станциях. Никакой критики, конечно, не выдерживает попытка на данной теме получить некие дивиденды политического отклика, общественного отклика, что якобы в Абхазии создаются искусственно очереди. Но это действительно безответственные заявления. Вы наблюдаете, и общество наше наблюдает то, что происходит сегодня, да, в соседнем Сочи, когда протяженность очередей на топливных станциях в 2 раза больше, чем на территории Республики Абхазия. Поэтому не нужно здесь искать некую конспирологию. К сожалению, еще раз повторю, это проблемы объективного характера, которые мы обязательно, спокойно, достойно пройдем. Уважаемый Астамур Капеевич, мы наблюдаем за тем, что происходит в здравоохранении, потому что это приоритетное направление, касающееся жизни и здоровья граждан нашей страны. И необходимо усилить свои действия, предпринять серьезные шаги по качественной работе и предоставлению медицинских услуг. Мы с вами говорили о том, что подходы и те решения, которые существуют, нужно, конечно же, менять. Это касается и в доступности обеспечения лекарственными препаратами людей, попадающих в медицинские учреждения. Знаю, что это ранее этот вопрос был решен в инфекционной больнице, которую вы возглавляли.
Надеюсь, что вы сможете масштабировать, и чтобы все наши учреждения медицинские имели такую возможность предоставить качественные услуги медицинского характера. Далее нам необходимо разработать программы, которые направлены также на обеспечение жизни и здоровья граждан нашей страны. Мы с вами отмечали и говорили о том, что необходимо внедрение новых подходов, в том числе разработки программы ИКО на территории Абхазии. Мы ежегодно направляем десятки миллионов на финансирование и лечение наших граждан за пределами. Уверен в том, что сохранение всех норм и требований, такую работу и такие услуги мы могли бы организовать на территории Абхазии. Даю вам поручение разработать программу, предложить реализацию этого проекта на территории Абхазии. Попросил вас усилить работу и контроль за реализацией проекта строительства детской больницы. Есть вопросы, которые должны проходить под вашим личным контролем, учитывая значимость и важность этого объекта. И прошу все необходимые условия предусмотреть в тесном взаимодействии с управлением по капитальному строительству, реализовать этот очень важный, значимый проект. В Турции набирает обороты кампания за прекращение международной изоляции Абхазии. Инициаторами выступили представители нашей диаспоры. 4 июля их требования поддержала турецкая партия труда. Вскоре тема дошла и до парламента. 27 июля зампред парламентской группы «Новый путь» Сельчук Оздаг предложил признавать абхазские паспорта на турецкой границе без изменения позиции Анкары по статусу республики. Турция не признает Абхазию как независимое государство, но непризнание статуса государства и игнорирование живущих там людей – это не одно и то же. Оздаг также выступил за восстановление морского сообщения между Трабзоном и Сухумом и прямые авиарейсы. 4 августа инициативу поддержал сопредседатель Демпартии Тунджер Бакархан. Наши братья, живущие в соседней поморье Абхазии, сегодня сталкиваются с серьезными проблемами в области демократии и прав человека. Абхазские паспорта должны признаваться действительными на наших приграничных пунктах. Этому позору должен быть положен конец. 5 августа произошел главный эпизод кампании. В турецком парламенте с совместным заявлением выступили депутаты сразу 8 партий. За признание паспортов и возобновление сообщения выступили представители совершенно разных политических сил. Суммарно это порядка 176 депутатов, почти треть парламента. Для Абхазии это стало заметным политическим сигналом. На тему отреагировали многие политические и общественные деятели. Специальным комментарием отреагировало и Министерство иностранных дел Абхазии. В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и расценивают появление таких дискуссий как результат системной работы властей, дипломатов и всей диаспоры. А депутат Дмитрий Маршани отметил, что темы, поднятые в Анкаре, прямо перекликаются с позицией Сухума на женевских дискуссиях. Эксперты подчеркивают, что в условиях дипломатических ограничений ключевую роль начинают играть именно такие общественные каналы. Конечно, такие инициативы, исходящие от наших соотечественников за рубежом, их, конечно, нужно поддерживать, поэтому я поддержал сам. Но мы должны понимать, что в силу того, что мы частично признанное государство, мы ограничены в возможностях для осуществления официальной политики. И нам приходится больше использовать общественные институты, общественные инициативы. Вот. Мне кажется, что это направление, у нас не так мало, кстати, специалистов в самой Абхазии и за пределами, которые могли бы активность на этом направлении развивать. Это не только Турции касается, кстати. Вот. Этот потенциал нужно использовать. Мне кажется, просто нужна более такая координирующая роль МИДа использовать в этих целях.
Однако на фоне такой поддержки возникла дискуссия внутри самой диаспоры. 7 августа Федерация абхазских культурных центров Турции «Абхазфед» заявила, что инициативная группа не имеет мандата представлять всю общину. При этом сами требования Федерация не оспаривает. В Абхазии ряд организаций призвал не допускать разногласий там, где речь идет о снятии изоляции. В их обращениях отмечается: В сложившихся обстоятельствах фонд ААМТа считает необходимым призвать к консолидации. Все институты абхазской диаспоры в Турции, включая Федерацию абхазских культурных центров и Федерацию кавказских ассоциаций, должны переступить через внутренние разногласия и амбиции ради достижения нашей стратегической цели. Общественность Абхазии с воодушевлением присоединяется к кампании по прекращению международной изоляции нашего народа. Глубоко верим в то, что вся наша диаспора, невзирая на разногласия в организационных вопросах, сумеет объединиться в рамках этой прорывной акции во имя достижения справедливости для народа Абхазии. По мнению политолога Астамура Таня, сейчас главное перевести эмоциональную поддержку в системную работу. Ну, что касается разногласий, вы знаете, мне не нравится, что у нас в соцсетях особенно устраивают какие-то настоящие войны, навешивают ярлыки. Понимаете, может быть дискуссия по разным вопросам. Нужно прислушиваться к разным мнениям. Вот, например, я читал мнение политолога Ильчи Надзинба. Вот мы, я помню, мы все гордимся, когда она выступает на международных площадках по проблеме Абхазии. Вот. Она высказала свое мнение, она, естественно, сказала, что она эту инициативу с самого начала поддержала, но у нее есть по этому поводу какие-то определенные опасения. Вот. Мы должны, в силу того, что она разбирается во внутренней политике Турции, в своей работе позицию и Ильчи Надзинба, и тех, кто по-разному мыслит, кто специалисты в этих вопросах, мы должны использовать, потому что, чтобы был, с одной стороны, максимальный эффект от подобных инициатив, с другой стороны, всегда, вы знаете, в политике так, есть всегда оборотная сторона. И чтобы была возможность купировать возможные негативные последствия. То есть она предложила с более широким спектром работать. Вот. Политика – это такая вещь. Нельзя никогда останавливаться и почивать на лаврах. Потому что этим всегда будут пользоваться ваши оппоненты. Вот. Здесь нужно постоянное движение. Нужно информационное поле формировать. Правильное, что Абхазия – это независимая страна, какие у нее цели, что она, каким принципам внутренней, внешней политики она придерживается. Вот это все должно быть максимально для международного сообщества прозрачно. Вот. Это очень большая работа. Одним из ключевых направлений эксперт считает именно турецкое из-за многочисленной диаспоры давних торгово-экономических связей. Ну, турецкое направление, оно всегда является частью нашей политики по известным причинам, потому что там живет большое количество наших соотечественников. Потом у нас торгово-экономические отношения с Турцией существуют, торговые, они интенсивно развиваются, несмотря на то, что Абхазия не признанное государство. То есть мы, по крайней мере, в этом уровне отношений мы заинтересованы. Вот. Ну, естественно, все наши действия, они должны основываться на знании и понимании того, что в той или иной стране происходит. Будь то Турция, будь то Сирия. Вот мы, думаю, тоже будем сталкиваться с какими-то вызовами, возможно, вызовами на сирийском направлении. Это все мы должны учитывать. Вот. У нас, к счастью, есть люди, которые разбираются в этих вопросах. Вот на основе их знания и понимания мы должны формировать свой курс. Теперь организаторам инициативы предстоит перевести парламентские заявления в практическое русло. По словам юриста Аннета Тарба, следующий этап переговоры с действующими властями Турции – подготовка экспертного симпозиума по вопросам транспортного сообщения и документов. Заур Кварча, Абазатовы.
10 августа 2008 года указом президента Абхазии в связи с ситуацией в Кадурском ущелье и восточных районах было введено военное положение. 10 августа 2008 года в соответствии с мандатом миротворческих сил для обеспечения режима невозобновления огня как на суше, так и на море и в связи с обращением руководства Абхазии боевые корабли Черноморского флота встали на боевое дежурство в морской акватории Очимчиры. Владимир Владимирович, год назад Грузия совершила агрессию против Южной Осетии. Какие чувства вы испытываете, вспоминая эту дату, и какие изменения произошли в регионе после того, как России были предприняты меры по защите народов Южной Осетии и Абхазии? Когда мы вспоминаем о трагедиях, то, конечно, думаем о жертвах прежде всего. Думаем о том, почему это стало возможным. И, конечно, анализируем эти события, делаем выводы. Для меня ясно, что самое главное в том, чтобы подобных трагедий не происходило, заключается в том, что люди, которые принимают соответствующие решения, обязаны считаться с мнением народов, с мнением людей, которые живут на той или другой территории. Без их воли, без воли людей и без учета их воли ни один вопрос государственного устройства решен быть не может. Именно это и подзабыли сегодняшние грузинские руководители. Но Абхазия хорошо знает позицию России по этому конфликту, потому как развивались отношения в предыдущие десятилетия. Ну что греха таить, вы же знаете, сколько раз и Южная Осетия, и Абхазия в той или другой форме обращались к России, то с просьбой принять в состав Российской Федерации, то признать независимость. Ведь Россия вела себя очень взвешенно и очень аккуратно. Потому что мы всегда исходили из одного из основополагающих принципов международного права – территориальной целостности государства. Но для того, чтобы сохранить после развала Советского Союза эту территориальную целостность для Грузии, нужно было с уважением относиться к народам Абхазии и Южной Осетии. Поручение президента находится на исполнении. То есть разработанный рабочий проект, версия этого документа. Он находится на этапе согласования с компетентными государственными органами и организациями, которые выражают различные позиции, замечания, рекомендации по мере учета этих позиций. Соответственно, и при формировании уже проекта этого документа он будет представлен на рассмотрение президенту, который может согласиться с представленным видением государственной политики, либо внести свои коррекции. Это отдельный вопрос. Другая важная составляющая – это то, как могут, или как должны, или как в принципе реализуются все эти и нормы, и будущие программы, и сегодняшние мероприятия, и комитет наш по репатриации, который там достаточно долго работает уже в этой сфере. Это большой труд большого количества людей. Это фонд репатриации. То есть вот мы все в Абхазии, в частности, во многом являемся соучастниками этого вопроса, потому что там 2% от заработной платы, от дохода и так далее, это целевой взнос, который направляется в этот внебюджетный фонд репатриации, который, естественно, должен
тратить эти средства на прямую политику государственной репатриации и возвращения наших соотечественников. Здесь тоже есть определенный аспект важный, его нужно будет, наверное, осветить. Есть еще одна позиция, которая тоже прорабатывается в рамках исполнительной власти, она тоже инициирована президентом. Это вопрос преобразования фонда и наделения его компетенциями и в сфере демографии тоже. В последнее время уровень правонарушений, касаемых отсутствия разрешительных документов у судоводителей на выход в море, в разы сократилось. Но на данный момент существует небольшая проблема, связанная с парковкой и остановкой транспортных средств вне технических зон, то есть вне огороженных буями. Благодаря появлению рейдового катера водной милиции намного упростилась работа. На данный момент ведутся работы не только с пляжа, но и на воде. Проводится профилактические работы, проверка документов, и намного легче стало контролировать маломерные суда и действия судоводителей. Данные мероприятия проводятся в целях обеспечения безопасности плавающих в воде, проверка документов судоводителей, наличие водительских документов, наличие жилетов, а также документов, разрешающих на выход в море и соблюдение ими техники безопасности на воде. Наша задача, так как мы туда вложили немалые деньги и еще будем вкладывать, чтобы в этом царском уголке наши люди могли полноценно отдохнуть. Это не говорит о том, что они сейчас не отдыхают. Да, отдыхают, но в других лечебных заведениях проходят, так сказать, реабилитацию, проходят СКЛ, это санаторно-курортное лечение. Но мы поставили перед собой цель. Максимально. Это не значит, что мы никого не будем извне принимать, но максимально хотим загрузить наш пансионат нашими людьми. Центр, он работает не только для тех, кто отдыхает, но и мы договорились с руководством страны, с Министерством здравоохранения Абхазии о том, что мы будем оказывать посильную, так сказать, помощь в обследовании и местного населения. Но люди довольны, люди приходят и говорят, приведу пример одного из наших земляков, он говорит: Дюбер Леонидович, я если поеду в Краснодар или в Сочи, мне гораздо больше это обходится, дорога, граница и так далее, и так далее. Мне очень удобно здесь проходить соответствующие услуги. В дальнейшем наши планы, значит, построить там пирс. Мы снесли старый пирс, его нет уже. Надо, так сказать, его восстановить, так сказать, былое, уже сделать современный пирс. И посетив Литфонд, Сергей Владимирович с президентом Бадрой Зурбабовичем, попросили, а возможно ли здесь построить амфитеатр на 600 мест, для того, чтобы мы могли, так сказать, как-то проводить какие-то такие массовые мероприятия в Литфонде и для наших сотрудников, но и для республики, если будет в этом какая-то, так сказать, потребность. А потребность у нас точно будет. «10 августа 1936 года при ЦИКе Абхазской АССР образован Комитет по физкультуре и спорту. 10 августа 1992 года вышло постановление Президиума Госсовета Грузии о введении чрезвычайного положения на железнодорожном транспорте.
10 августа 2004 года делегация «Единой России» в составе секретаря Генсовета партии Валерия Богомолова, депутатов Госдумы Виталия Маргелова и Павла Пожигайла посетила Абхазию. 10 августа 2008 года указом президента Абхазии в связи с ситуацией в Кадорском ущелье и восточных районах было введено военное положение. 10 августа 2008 года в соответствии с мандатом миротворческих сил для обеспечения режима невозобновления огня как на суше, так и на море и в связи с обращением руководства Абхазии боевые корабли Черноморского флота стали на боевое дежурство в морской акватории Очимчиры. 10 августа 2010 года в Новом Афоне открылся новый музей Абхазского царства. В музее собраны экспонаты каменного века, эпохи бронзы, античности и средневековья. Есть стенды с оружием древних абхазов, различные предметы культа и быта, фотографии, карты. В центре зала расположен макет традиционной абхазской усадьбы. 10 августа 1921 года родился Борис Лапин, заслуженный деятель науки Абхазской АССР, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, ветеран Великой Отечественной войны, выпускник 2-го Московского государственного медицинского института. Основными научными направлениями в работе Лапина являлись акклиматизация обезьян в клеточных, вольерных условиях и заказниках, спонтанные заболевания обезьян в естественных условиях существования и в неволе и так далее. По инициативе и под руководством Лапина в Закавказье был создан ряд приматологических станций и заповедников. В 1960-м Борис Лапин был назначен директором НИИ ПИТ. Под его руководством защищено 18 докторских и 39 кандидатских диссертаций. Он возглавлял кафедру экспериментальной биологии в АГУ. Лапин – автор свыше 600 публикаций. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР и Грузинской ССР. Многократно назывался человеком года в английских и американских изданиях «Кто есть кто в медицине». С 1992 года Лапин возглавил НИИ медицинской приматологии «Раман». 10 августа 1931 года родился Гиви Айба, первый из абхазов доктор биологических наук, академик. Его отец Григорий Айба, известный во всей Абхазии народный сказитель, солист прославленного ансамбля долгожителей «Нарта», выпускник Тбилисского сельскохозяйственного института. В 1959-м становится очным аспирантом Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства. После защиты кандидатской диссертации на тему кукуруза в Абхазии возвращается в Сухумскую опытную станцию субтропических культур Всесоюзного института растениеводства. В 1964 году Гиви Айба был назначен директором Сухумского ботанического сада. Под его руководством Сухумский ботанический сад получил статус НИИ, вошел в десятку лучших ботанических садов СССР, являясь хранителем гербария колхидской флоры. Научная деятельность Айба была направлена на изучение теории и практики интродукции растений. Гиви Айба защитил докторскую диссертацию на тему хвойные растения Абхазии и биологические основы их использования. Он был основателем, ректором и лектором Абхазского республиканского народного университета по охране природы. Айба – автор более 80 печатных работ, из которых 3 монографии. В 1997 был избран действительным членом Академии наук Абхазии и ее первым вице-президентом. 10 августа 1935 года родился Тарас Халбад, кандидат филологических наук. Область научных интересов – лексикография, лексикология, этимология. Выпускник Тбилисского государственного университета. Был преподавателем Блабургской и Джирухской средних школ. С 1968 до последних дней жизни работал в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия Академии наук Абхазии, совмещая должность старшего научного сотрудника с преподавательской деятельностью в АГУ. Является автором более 30 научных работ. Халбад внес значительный вклад в разработку проектов «Обратный словарь абхазского языка», «Абхазское правописание», соавтор, «Справочник по делопроизводству на абхазском языке», соавтор и другие. Им был отредактирован и подготовлен к печати абхазо-русский словарь Генка.
10 августа 1941 года родился Леонид Чепелянский, народный артист Республики Абхазия, композитор, заслуженный деятель искусств Абхазской АССР, выпускник Киевской консерватории, педагог Сухумского музыкального училища. Он автор сочинений «Произведения для оркестра», «Сюита для струнного оркестра», «Концерт для фортепиано и симфонического оркестра», «Абхазская увертюра для симфонического оркестра», «Праздничная увертюра для симфонического оркестра», Дмитрий Гулия «Увертюра для симфонического оркестра», юбилейная симфоническая поэма. Также им написан ряд камерно-инструментальных произведений, песни и музыка к кинофильму «Время счастливых находок», музыка к драматическим спектаклям. 10 августа 1955 года родился Святослав Цвижба, герой Абхазии. В 1990-92 годах служил в Абхазской гвардии. В 92-93 принимал участие во всех военных действиях на Гумистинском фронте. В июле 93-го получил ранение при освобождении села Шрома. Затем находился на Восточном фронте в составе группы «Урал» Чиловского батальона. Принимал участие в освобождении села Лата, в операции по очищению нижней зоны Гальского района. В 2008 в освобождении Кадорского ущелья. Ушел из жизни в 2010-м. Звание Героя Абхазии ему было присвоено посмертно. Есть аксиома. Только культура объединяет народы. Ничего другого в мире не существует, кроме вот культурного объединения. В музыкальном училище, в котором я учился, это Сухумское государственное училище, практически все педагоги были приезжими людьми из России. Они были адаптированными, они были уже настолько глубоко погружены в процессе своей жизни в Абхазии, в культуру Абхазии, что не отделяли себя от народа Абхазии. Мне преподавали люди, родившиеся в России, в Советском Союзе. Где-то кто-то в Воронеже, кто-то в Москве и так далее, и так далее. Наше содружество, как творческое, так и внутрикодовое, скажем так, содружество, родилось не сегодня и не вчера. Оно существует столетия. А продолжить это, вот эту дружбу, для тех, кто не знает, как это, должны мы. Сегодня это наша прямая обязанность. Поддержать всех тех, кто хочет расти культурно, дать возможность расти тем, кто хочет расти в области культуры, творчества и в любой другой отрасли, пожалуйста. Должны мы. Сегодняшнее поколение, которое может это сделать. Вот и все. Единственное желание — помочь людям, которые хотят. Все. И снова здравствуйте. Меня зовут Делба Валерия. Значит, так, вспоминаем, да, помните? Помните тот самый неприятный случай, когда не смогла допеть наша прекрасная, уже в сезоне. И так прекрасно пела, но потом все, давай пой хорошо. Я счастлива вернуться сегодня и выступить перед вами. У меня такие трепетные эмоции, честно говоря, даже не знаю, что сказать, но знаю, что спеть. Родные лица. Ой, давай. Мы тебя ждали, честно говоря, чтобы ты вернулась. Now, baby, come on. Don't play that love you never let me feel. I should have known, 'cause you
free. Let me out this misery. Just show me the way to get my life again. 'Cause Как you она can раскрылась. handle me. Say I'm my love. Can't you see? Baby, you're gonna set me free. I love, yeah. Спасибо. Прям вот Ты нас четко. пробудила, ты нас разбудила. Ничего лишнего, все в класс, стиле, все вообще просто крутейшее выступление. Потому что это твое место абсолютно. Самое главное, что действительно ты никого не копировала, Да, манеры не по-своему, было, да, как и у очень настоящего. свободно, и манера была своя, не взятая у кого-то, а вот прям вот умничка, браво. Я очень надеюсь, что в этот раз ты тоже попадешь в сезон, и твой путь в сезоне будет успешным.